В эфире «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. В отдаленные от центра регионы страны завоз необходим. Грузов производится теперь согласно федеральному закону о северном завозе, который был принят в 2023 году. Закон позволит своевременно и по более низким ценам доставлять жителям Крайнего Севера товары первой необходимости. Сегодня мы поговорим о том, как реализуется закон на территории Якутии. Гость студии Раймон Попов, заместитель руководителя Департамента стратегического планирования и проектного управления Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. Раймон Семенович, здравствуйте. Доброе утро. Какие инновации включает в себя новый закон о северном завозе, принятый в 2023 году, и ранее как все было? Ну, надо сразу сказать, что раньше в российском законодательстве на федеральном уровне закона, который регулировал бы снабжение труднодоступных отдаленных населенных пунктов, не было, поэтому сам закон в целом является новацией. Конечно, есть положения, которые я хотел бы особо выделить. Допустим, это грузы первой и второй категории. То есть те грузы, завоз которых будут субсидироваться за счет государственной поддержки. А также есть понятие территории северного завоза. Это те территории, в которые как раз-таки этот груз будет завозиться господдержкой. Есть понятие участников северного завоза. Среди них надо выделить единого морского оператора. Также есть понятие трехгодичного планирования северного завоза. И что самое важное, разграниченные полномочия между разными ветвями власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Также что для нас особо имеет значение, это впервые в законодательном порядке прописано полномочия федерального центра по государственной поддержке участников северного завоза. Основные новации таковы. Что касается грузов первой и второй категории, то грузы первой категории – это те грузы, которые заводятся с федеральной поддержкой. И дано право регионам и муниципалитетам формировать свой перечень грузов. Это грузы второй категории. Что касается территории северного завоза, то в целом по России включены территории 21 региона. Также острова Северного Ледовитого океана, Берингового и Охотского морей. Что касается непосредственно нашей республики, то кроме Алданского и Нюрнбергского района включены все районы. В отношении этих двух районов, из Алданского района включены 4 населенных пункта, из Нюрнбергского района 8 населенных пунктов. Такие основные инновации содержит данный закон. На ваш взгляд, готов ли наш регион к реализации данного проекта? Надо сказать, что северный завоз – это неотъемлемая часть жизни нашей республики. Мы уже, ввиду климатических географических условий, без северного завоза, без мероприятий северного завоза обеспечить жизнеобеспечение населенных пунктов не можем. Поэтому на региональном уровне такой закон, подзаконные акты действуют давно. В связи с этим наш регион, конечно же, готов к реализации данного закона. Кроме того, надо сказать, что особую роль нашей республики в разработке данного закона многие исполнительные органы государственной власти принимали непосредственное участие, в том числе и наше Министерство по развитию Арктики в части продовольственного снабжения. Поэтому скажу также, что мы еще 2021 года выступали заказчиками научных, исследовательских и аналитических работ по части северного завоза. Это касается и топливного снабжения Янской группы районов, продовольственного снабжения арктических районов, завоза сельскохозяйственной продукции. Результаты всех этих работ послужили основой для работы с федеральными органами власти. Также в частности, Федеральным агентством по делам национальностей, с Минвостока развития России,
И в результате этих работ появилась основа для двух важных документов. Это, как само собой, в этом закон о северном заводе, а также была принята программа государственной поддержки традиционно-хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в арктической зоне. В рамках этой программы мы получили серьезную помощь со стороны Минвостока развития на модернизацию инфраструктуры продовольственного снабжения. В наших арктических районах были построены, ну, как уже вот знаете, торгово-логистические центры. Ну вот таким образом наша республика готовилась и готова к реализации данного закона. Вот мы живем в такую эпоху цифровизации, вот, развития цифровых технологий. Скажите, пожалуйста, как цифровизация экономики влияет на организацию северного завоза? В соответствии с поручением главы республики, исполнительные органы власти активно занимаются внедрением цифровых технологий, цифровизацией экономики отраслей. Также это коснулось и сферы снабжения. Еще в 2023 году, тогда еще Государственный комитет по обеспечению безопасности населения, жизнедеятельности населения и Мининноваций, также Минартики выступили заказчиками проекта по разработке информационно-аналитической системы «Северный завоз». Данная система сейчас уже, можно сказать, прошла опытную эксплуатацию и готова к использованию для мониторинга, контроля северного завоза. Сама система имеет несколько модулей, которые позволяют оцифровывать и контролировать все процессы северного завода, начиная с планирования, закупки, логистических решений, а также по запасам на местах, уже непосредственно местах потребления этих ресурсов. Вот ранее вы уже упомянули про логистические центры для северного завоза. Расскажите, пожалуйста, о том, какие новшества это дало для жителей арктических районов. Ну, прежде всего, надо отметить, что инфраструктура продовольственного снабжения именно была построена в арктических районах еще в 60-х, 70-х годах. Оно пришло в полную негодность. Износ составлял от 60 до 90%. Появление этих центров, прежде всего, позволило увеличить возможности объема хранения, а также надлежащие условия хранения, в частности, овощной продукции, что ранее не обеспечивалось. Также надо сказать, что торговые центры – это не только торговые объекты, как исходит из наименования этих центров. Здесь должна быть еще логистическая составляющая. Мы продолжаем работу с Минвостока развития в части развития логистики снабжения арктических районов. Мы планируем развивать транспортную инфраструктуру. Это транспорт для завоза как наземным путем, как воздушным путем, малая авиация, а также создание на местах, в сельских поселениях, так называемых пунктов снабжения и организованного закупа местной промысловой продукции. Таким образом, торговые центры должны стать не только объектами снабжения, но еще центрами развития местного предпринимательства. Вот на ваш взгляд, когда же и при каких условиях северный завоз перестанет представлять собой трудноразрешимую задачу, проблему? Да, на сегодня действительно северный завоз это происходит в экстремальных условиях, нередко с риском для участников северного завоза. Ежегодно происходят разные рода чрезвычайные происшествия, связанные с доставкой грузов. В связи с этим, конечно же, с учетом начала федеральной поддержки, мы рассчитываем, что будут развиваться как транспортная логистическая инфраструктура, это строительство меридианных дорог, это развитие портовой инфраструктуры, транспорт, вездеходы,
малая авиация. Перспектива также еще по отдельным видам грузов и беспилотная авиация. Поэтому здесь мы ожидаем, что постепенно вот это вот экстремальное мероприятие превратятся в такое плановые меры, которые будут обеспечивать гарантированный результат без риска для участников сернозавода. Также население, мы знаем, что существует такой дисбаланс по доходам и ценам на товары народного потребления. Вот постепенно вот эта вот разница должна сходить на нет за счет субсидирования транспортных затрат, за счет уменьшения надбавок на товары. А что закон говорит о перечне обязательных товаров? Так, ну вот что касается грузов первой категории, это в конце прошлого года постановлением правительства этот перечень уже утвержден. Всего включены в этот перечень 155 наименований товаров, отдельно еще 3 группы товаров, касающихся лекарств и медицинских изделий. Что касается социально значимых продуктов товаров, то перечень включает 73 вида продуктов, что значительно шире, чем на сегодня действующий перечень в республике. Также, что отрадно, включены дополнительные 60 видов непродовольственных товаров первой необходимости. Это как средства гигиены, детские товары и другие изделия. Ну что ж, давайте и в конце о ваших пожеланиях для жителей труднодоступных отдаленных районов и участниках Северного завоза. Ну, участникам Северного завоза я пожелал бы быть наиболее активными. Стоит еще далее раскрывать отдельные положения данного закона. Надо подходить творчески. Предстоит еще разрабатывать на региональном уровне достаточно много подзаконных актов, которые будут учитывать особенности нашего региона. А жителям доступных отдельных районов я желаю, хочу, чтобы набрали терпения. Закон не сразу все изменит, будет по мере реализации данного закона. Конечно же, вот как я сказал, ценовая и физическая доступность товаров, продуктов будет обеспечена. И такой ценовой разницы, как 2-3-кратное удорожание товаров, такого, я надеюсь, не будет. Да, действительно, это очень важно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ну и, конечно, я, как представитель тоже этого самого Арктического района, хотела бы отметить, что действительно с прошлого года население очень радуется, фотографирует эти зеленые рейсы, эти логистические центры. Действительно, качество повышается, и надеюсь, что дальше тоже будет все в таком темпе. Ну что ж, я напомню, сейчас была в эфире программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.